20 августа, день второй. Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту в Сарове продолжаются. 16 команд спецподразделения оспаривают звание победителя. После бега по горизонтали и вертикали, штурма башни, спортсмены вышли на 100-метровку. В легкой атлетике есть свои секреты спринта. Здесь их еще больше, ведь дистанция состоит из нескольких специальных этапов. Старт дается, бежит, преодолевает забор, хватает рукава, преодолевает бум. Там разматывает рукава, соединяет между собой полугайки, соединяет рак и уже в конце на финише соединяет ствол и финиширует. В этом виде соревнований саровчанам везло не очень. Наши попали только во вторую десятку турнирной таблицы. В целом результаты на 100-метровке были впечатляющими. Все полуфиналисты вышли из 16 секунд, а это время обычно показывают на соревнованиях уровня не ниже чемпионата страны. Некоторые из выступающих в Сарове спортсменов осенью будут защищать честь России на чемпионате мира. Он пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Один представитель Сарова был несколько лет в сборной России, Гордеев. У него тоже есть шанс. Ну, наверное. Я знаю его как хорошего заливальщика на боевом развертывании. В эстафете он хорошо бежал свой этап. Сотню мы всегда его рассматривали, как он всегда бежал в команде. По мнению специалистов, отвечающих за развитие физкультуры и спорта в МЧС России, Саров может стать базой для воспитания юных спортсменов. Здесь также возможно устройство базы Приволжского федерального округа для подготовки атлетов к российским и международным стартам. 2 дня мы уже наблюдаем, что приходят дети из детских садов, как они болеют. Я, честно говоря, был под большим впечатлением. Вчера был на штурмовой лестнице на финише. Было слышно, было видно, что они болеют, переживают. И преемственность, она у нас присутствует обязательно. Те ребята, девочки, юноши, кто у нас готовится, выступают, впоследствии поступают в наши образовательные учреждения МЧС России. Один из самых зрелищных видов соревнований – эстафета. Преодоление препятствий, работа с пожарными рукавами, тушение открытого огня, как правило, занимает не более минуты. Отличный результат показала команда Сарова – 57,88 секунды. Подробнее о результатах второго дня всероссийских соревнований по пожарно-прикладному спорту расскажем в дневнике чемпионата. Он выйдет в эфир 21 августа в 17 часов 55 минут.